Здравствуйте, девочки и мальчики! Мы с Азизом хотели поиграть в новую вопросительную игру. Будем по очереди задавать вопросы. У кого получится больше правильных ответов, тот и победит! Только вот Азиз, наверное, испугался, что проиграет. Вот и не пришел. Пришел я, пришел! Ой. Пришел! Привет, Лола! Привет, Азиз! Здравствуйте, ребята! Лола, Азиз никогда ничего, никого не боится! Ага! Я уже начал! Ой, что начал? Игру начал! И сразу правильно ответил на твой первый вопрос. Как? Я его еще не задала. Ты спросила, что начал? Я ответил игру. Так что 1-0 Нет, в мою пользу. Нет, это не тот вопрос. Это не тот был вопрос. Ну какой он должен быть? Ты спросила, я ответил. И все, теперь моя очередь. Азиз, ну что ты? Это не по правилам. Какое должно быть правило? Как какое? Запомни, Азиз, никакой игры не получится, если каждый будет делать то, что ему захочется. Понимаешь? Как это не получится? У меня же получилось? Получилось? Да. Получилось, да? Да. А вот и нет. Ты просто схитрил. И не смейся. Мы с тобой о правилах даже не договаривались. Мы просто не успели договориться. И вообще, это нечестно. Вот, я обиделась. Здравствуйте, мои дорогие Лола и Азиз. Здравствуйте, тетя Мунира. Здравствуйте, тетя Мунира. Здравствуйте, мои маленькие друзья, а также их родители. Кто-то здесь говорил о честности? Да! Вот, знаете, сегодня, собираясь на передачу, я обдумывала, о чем же мы с вами будем говорить. Ну, чтобы это было полезно. Да. И я подумала, о чем мы будем говорить и читать. Спасибо вам за подсказку. Мы будем говорить о честности и справедливости. О честности? Вот так, Азиз, о честности. Да, и справедливости. А для начала хочу спросить, вы когда-нибудь читали рассказы Леонида Пантелеева? Ой, это кто? Нет, Я вообще не знаю такого писателя. Вообще-то, ребята, это его псевдоним. Ой. Если вы не знаете значение слова, то обязательно посмотрите толковый словарь. Это вам в помощь. Так, псевдоним, вымышленное имя писателя, поэта или артиста. Верно, ребята, верно. Настоящее имя Леонида Пантелеева – Еремеев Алексей Иванович. Он родился 22 августа 1908 года в городе Санкт-Петербурге. Ой. Да. Он родился в самое трудное время, когда для страны было очень трудно и сложно. Он остался рано без родителей, сиротой, когда ему было всего 13 лет. Ой, какой И его маленький. направили в школу для бездомных детей, для Ой-ой-ой. сирот. Он пережил самую страшную блокаду Ленинграда. Также он был участником Великой Отечественной войны 1941 года, 1945. Да. А И еще он что? писал очень-очень много рассказов для детей и юношества. Тетя Мунира, а какое его произведение мы прочтем? Да, какое? А вот вы мне сейчас это сами и скажете, хорошо? Хорошо. Да. Но мы не знаем. А вы посмотрите на доску и прочтите. Что вы там видите? Хорошо. Ой, Ну что, мои дорогие,
Поглядите на доску. Ага. Ой, Так, абракадабрика какая-то. Ага, ничего не понятно. а вы, мои хорошие, уберите английские буквы, и все станет понятно. Ой, сначала я. Хорошо. Сначала я. Это зачеркиваем, это сюда, так. О, у меня получилось честное. Ой, Честное. ну-ка покажите. Вот. О, я тоже хочу попробовать. Ну что, тоже попробуешь? Да. Давай. Ой, вот так. Во! Лола! Это же слово! Какое? Слово! Слово? Да, поглядите. Ой. Молодцы. И у нас получилось Честное слово. Молодцы. честное слово. Да. И рассказ называется «Честное слово». Да. А теперь, ребята, подберите по смыслу подходящие слова к слову «честное». Ой, это порядочный, Верно. правдивый, А еще добросовестный и прямодушный. Молодцы, ребята, очень хорошо. Очень хорошо. Я думаю, что у вас еще появятся какие-либо варианты. Да. А для начала я вам прочту рассказ, а вы внимательно слушайте. Хорошо, И если вам будут непонятны какие-либо слова, я обязательно вам объясню. Хорошо, давайте быстрее. договорились. Леонид Пантелеев. Честное слово. Мне очень жаль, что я не могу вам сказать, как зовут этого маленького человека, и где он живет, и кто его мама и папа. В потемках – это значит в темноте. Я даже не успел как следует разглядеть его лицо. Я только помню, что нос у него был в веснушках, и что штанишки у него были коротенькие и держались не на ремешке, а на тонких лямочках, которые перекидываются через плечи и застегиваются где-то на животе. Как-то летом я зашел в садик. Я не знаю, как он называется, на Васильевском острове, около Белой церкви. Была у меня с собой интересная книга. Я засиделся, зачитался и не заметил, как наступил вечер. Когда в глазах у меня зарябило и читать стало совсем трудно, я захлопнул книгу, поднялся и пошел к выходу. Сад уже опустел, на улицах мелькали огоньки, и где-то за деревьями звенел колокольчик сторожа. Я боялся, что сад закроется, и шел очень быстро. Вдруг я остановился. Мне послышалось, что где-то в стороне за кустами кто-то плачет. Я свернул на боковую дорожку. Там белел в темноте небольшой каменный домик, какие бывают во всех городских садах. Какая-то будка или сторожка. А около ее стены стоял маленький мальчик лет 7 или 8, опустив голову, громко и безутешно, то есть не находя утешения, плакал. Я подошел и окликнул его. «Эй, что с тобой, мальчик?» Он сразу, как по команде, перестал плакать, поднял голову, посмотрел на меня и сказал: «Ничего». «Как это ничего? Тебя кто обидел?» «Никто». «Так чего же ты плачешь?» Ему еще трудно было говорить, он еще не проглотил всех слез, еще всхлипывал, икал, шмыгал носом. «Давай, пошли», — сказал ему. «Смотри, уже поздно, уже сад закрывается». И я хотел взять мальчика за руку, но мальчик поспешил, отдернул руку и сказал: «Не могу». «Что не можешь?» «Идти не могу». «Как? Почему? Что с тобой?» «Ничего», — сказал мальчик. «Ты что, нездоров?» «Нет», — сказал он, — «здоров». «Так почему же ты идти не можешь?» «Я часовой», — сказал он. Часовой – это военнослужащий, стоящий на посту, на часах. «Как часовой? Какой часовой?» «Ну что вы, не понимаете? Мы играем!» «Да с кем же ты играешь?» Мальчик помолчал, вздохнул и сказал: «Не знаю». Тут я, признаться, подумал, что, наверное, мальчик все-таки болен и что у него голова не в порядке.
«Послушай», — сказал я ему, — «что ты говоришь? Как же это так? Играешь и не знаешь с кем?» «Да», — сказал мальчик, — «не знаю. Я на скамейке сидел, а тут какие-то большие ребята подходят и говорят: хочешь играть в войну?» Я говорю: хочу. Стали играть. Мне говорят: ты сержант. Один большой мальчик, он маршал был. Он привел меня сюда и говорит: тут у нас пороховой склад в этой будке, а ты будешь часовой. Стой здесь, пока я тебя не сменю. Я говорю: хорошо. А он говорит: дай честное слово, что не уйдешь. Ну, я и сказал: честное слово, не уйду. Ну и что? Стою, а они не идут. Так, улыбнулся я. А давно они тебя сюда поставили? Еще светло было. Так где же они? Мальчик опять тяжело вздохнул и сказал: я думаю, они ушли. Как ушли? Забыли. Так чего же ты тогда стоишь? Я честное слово сказал. Я уже хотел засмеяться, но потом спохватился и подумал, что смешного тут ничего нет, и мальчик совершенно прав. Если дал честное слово, так надо стоять. Что бы ни случилось, хоть лопни. А игра это или не игра, все равно. Вот так история получилась, сказал я ему. Что ж ты будешь делать? Не знаю, сказал мальчик и опять заплакал. Мне очень хотелось ему как-нибудь помочь. Но что я мог сделать? Идти искать этих глупых мальчишек, которые поставили его на караул? Обычно караул – это воинское подразделение, несущее охрану кого-чего-либо. Взяли с него честное слово, а сами убежали домой. А где же их сейчас найдешь, этих мальчишек? Они уже, небось, поужинали и спать легли, и 10-е сны видят. А человек на часах стоит, в темноте, голодный, небось. «Ты, наверное, есть хочешь?» – спросил я у него. «Да», – сказал он, – «хочу». «Ну вот что», – сказал я, подумав, – «ты беги домой, поужинай, а я пока за тебя постою тут». «Да?» – сказал мальчик. «А это можно разве?» «Почему же нельзя?» «Но вы же не военный». Ну что, ребята, смотрите. Мальчик прекрасно понял, что мальчишки взяли с него честное слово и оставили его стоять на посту. Да. А сами забыли про него и давно ушли домой. Ага. Да. А его оставили на посту. Ой. Верно? Да. Верно. А знаете, что его заставило остаться на посту? Что? Потому что мальчик дал им честное слово, что не бросит свой пост. Он и не мог нарушить данного слова. Поэтому он продолжал стоять на посту. Да, нужно всегда быть честным, всегда стоять на своем, что бы это ни было, даже пусть, если это и игра. Молодец! Да. У этого мальчика такая сильная воля, какой у многих взрослых нет. Да. Несмотря на то, что ему было страшно, и он плакал от того, что не знал, как ему быть дальше, он был верен слову. Ой. Верно, ребята. У этого мальчика очень крепкая вера и сила воли. К сожалению, у многих взрослых такой веры нет. Да? Да, А коль да. ты дал честное слово, ты должен его держать, несмотря ни на что. И этот мальчик, я думаю, вырастет настоящим мужчиной. Ага. Да. Да. Ребята, Да. а какой выход нашли бы вы из сложившейся ситуации? Ой, И как бы вы помогли этому мальчику? ой, тетя Мунира. Да. Мальчик играл честно, не хотел подводить других ребят, потому что дорожил своим честным словом. Но Верно. старшие мальчишки ушли же, Да. игра закончилась. Ну да.
Я бы убедил парня, что игра закончилась, можно уйти домой. Эх, Да. Азиз, Да. ну как же ты не понимаешь? Что? Когда он давал честное слово, маршал сказал ему: «Стой, пока я тебя не сменю». Он же не сказал: «Стой, пока не закончится игра». Да, мальчик не считал возможным, что даже в игре можно забыть свои принципы. Свою честь нужно беречь с малых лет. Понимаешь? И никогда не привыкать обманывать других и себя. Если обманешь раз, за ним пойдет и второй, и третий, и привыкнешь обманывать. Да. Мне кажется, Азиз, этот мальчик не поддался бы твоим уговорам. Ну как теперь быть? Вот как теперь быть? Ну как быть? Как быть? Я бы принесла ему чего-нибудь поесть, Да. а потом бы нашла его родителей. Может, они могли бы снять с него данное слово? Ой, может быть. Может быть. Очень интересное предложение. Хорошо придумала. Что пошла бы и принесла бы ему еды. Молодец. Ну давайте, ребята, мы дождемся завтрашнего вечера и обязательно прочтем, что же было дальше. Давайте! С нетерпением буду ждать завтрашнего вечера. Хорошо, ребята. А сейчас будем прощаться, правда? Да. До свидания, мои маленькие друзья. Пока-пока! Увидимся завтра. Пока, ребята. До свидания! До свидания, друзья. До свидания.